Отрегулировать топливную систему трактора МТЗ, обнаружить и устранить неисправность электрооборудования современных сельхозмашин и управляться с агронавигатором, системой параллельного вождения. Участников отраслевого чемпионата WorldSkills, который проходит в Уфе, ждут довольно непростые задачи. Здесь достаточно серьезный, сложный уровень, и это дает возможность изначально, когда ребята готовятся к отраслевому чемпионату, быть на голову выше остальных. Потому что они знают те навыки, приобретают те навыки, те компетенции, которые работодатель на сегодняшний день готов с удовольствием видеть. Всего в конкурсе принимают участие 10 молодых профессионалов и студентов со всей страны. Чемпионат профмастерства по направлению эксплуатации сельскохозяйственных машин будет длиться 4 дня. Как отмечают организаторы, состязания помогают будущим аграриям лучше узнать современные технологии и стать действительно востребованными специалистами. Сегодня мы посмотрели площадки. В основном современные машины – это не те, которые были, условно, 5-10 лет назад. Сегодня это, можно сказать, как космический аппарат. Вот за нами стоит машина John Deere, там он упакован полностью электронно. Значит, у него есть система высокого точного земледелия. Значит, она проходит полную диагностику. То есть нельзя просто с ключом и с молотком подойти к этой машине. К чемпионату в Аграрном университете приурочили открытие современного учебного класса с тренажером-симулятором зерноуборочного комбайна. Тренажер станет промежуточной площадкой между теорией и практикой на настоящей уборочной технике. То есть студенты должны будут пройти обучение на симуляторе, чтобы получить разрешение на работу на комбайне. Тренировки будут довольно реалистичными. Программа может задавать разные культуры, время суток, погодные условия и рельеф местности. А преподаватель через монитор следит за тем, как будущий комбайнер справляется с техникой. В процессе уборки, управления комбайном, здесь на экране представляются все показатели по потерям в разных местах комбайна. На входе, допустим, на жатке мотовилы, на сепараторе, на системе очистки. В конце выполнения задания уже выдаются преподавателям, студенту, где будут представлены все его ошибки. И в дальнейшем студент может уже работать над ошибками. А пока в новом классе изучают современные технологии, во дворе университета в музее под открытым небом красуется легендарный советский зерноуборочный колос, выпущенный в Таганроге. Этот экспонат подарил выпускник вуза Рушан Ахметьянов. Его отец-комбайнер работал именно на такой машине. Рушан нашел спецтехнику в Абзелиловском районе и решил выкупить. Я его изначально планировал поставить у себя во дворе, так сказать, завесить его почетными грамотами моего отца и, значит, радовать своих гостей. Но позже, на юбилей факультета, мне своевременно в голову пришла мысль, что лучше бы он смотрелся в музее Аграрного университета. Всего в музее 15 единиц сельхозтехники, выпущенной во второй половине 20 века. Среди них и первый самоходный комбайн, и Урал-ЗИС, который в народе называли Захаром, и ДТ-54, и многое другое. Большую часть техники в университет привозили в полуразобранном состоянии. Ее отремонтировали студенты и преподаватели. Будем так говорить, где-то 60% она на ходу, то есть заводится, можно эксплуатировать, в пределах, да, но остальные, конечно, да. Двигатели такие, они полуразобранные. Идея создания музея зрела давно, воплотить в жизнь оказалось не так просто, ведь на восстановление техники уходит от 6 месяцев до года. Но в университете надеются, что коллекция будет пополняться и дальше. Лейсан Закирова, Константин Водик, Столичные новости.